В эфире программа «Актуальное интервью», в студии Марфирина Алексеева. Здравствуйте. Арктический государственный институт культуры и искусств – базовый, единственный региональный вуз России, в котором готовятся кадры в области культуры и искусств для самого большого региона России – северо-востока арктической зоны. Также один из лидеров в подготовке творческих кадров малочисленных народов Арктики. В эти дни институт исполняется 25 лет. О деятельности высшего учебного заведения мы сегодня и поговорим. Наша гостья в студии Саргалана Игнатьева, ректор Арктического государственного института культуры и искусств, профессор, член-корреспондент Российской академии естественных наук. Саргалана Семеновна, здравствуйте. Здравствуйте. Я поздравляю вас с вашим юбилеем института. И также хотелось бы подробнее узнать о основных вехах истории вашего вуза. Спасибо большое. Я действительно тоже хочу поздравить всех жителей республики и мой родной коллектив с юбилейной датой, 25-летием со дня основания. Наш Арктический государственный институт культуры и искусств сегодня является одним из ведущих, как бы сказали, известных вузов в стране, который готовит кадры для сферы культуры, искусства и креативных индустрий. И наш институт был создан 17 января 2000 года по указу нашего первого президента Михаила Ефимовича Николаева о открытии Арктического государственного института культуры и искусств. И с тех пор началась очень серьезная, интересная, увлекательная работа по выстраиванию системы высшего образования и по формированию команды деятелей, выдающихся деятелей искусств и культуры и молодых педагогов для того, чтобы наш Арктический институт начал действовать в рамках российского законодательства для того, чтобы вуз стал настоящим институтом, настоящим университетом. И хочу сегодня отметить, что мы с гордостью можем в свое 25-летие заявить о том, что Арктический институт культуры и искусств сегодня является одним из передовых вузов в области культуры и искусств, особенно в Дальневосточном федеральном округе и Арктической зоне Российской Федерации. Мы сегодня являемся участником большой программы, федеральной программы академического лидерства «Приоритет-2030». Среди 123 вузов, которые стали участниками этой программы, в том числе АГИКИ является участником этой программы. Это большое достижение, я считаю. И это, конечно же, большой результат такого корпоративного труда всех тех людей, которые работают, и тех студентов, тех выпускников, которые выпустились за эти годы в стенах нашего вуза. Это большой результат коллективный. И сегодня АГИКИ выпустила 3488 выпускников для Якутии и для других регионов Севера, Сибири и Дальнего Востока. Сегодня мы гордимся нашими выпускниками, которые, вот 3000, почти получается 4000 выпускников. Это те люди, которые сегодня двигают, продвигают, развивают созидательную культурную идентичность народов Арктики. Это те выпускники, которые сегодня являются главными режиссерами театров Якутии, Тувы, Хакасии, Алтая. Это те люди, которые сегодня в наших улусах, в муниципальных образованиях развивают нашу культуру в целом муниципалитетов нашей Якутии и всех регионов, для которых мы готовили. Для Таймыра мы очень много выпускников выпустили, и для Камчатки, в том числе Чукотки. Поэтому АГИКИ действительно сегодня является ведущим вузом, который самое ценное – это человеческий капитал, предоставляет такую возможность для развития культурного капитала регионов нашей великой страны. А что касается этапа за 25 лет
сделано, на наш взгляд, мы проанализировали себя, когда готовились к 25-летию, нами сделана, на наш взгляд, очень серьезная работа. Созданы научные школы. В стенах нашего вуза зафиксировано научное открытие о существовании явления циркумполярной арктической цивилизации профессором Винокуровой Ульяной Алексеевной и с институтом Питера Сорокина Николая Кондратьева. В нашем институте, благодаря школе, этномузыковедческой школе Юлии Чашейкина, создана высококлассная школа этномузыковедов. И Юлий Чашейкин, будучи ученым мирового уровня, в течение 40 лет своей экспедиционной работы со своими учениками собрали уникальную коллекцию музыкальных инструментов народов Северной Евразии. И мы создали такой музей, которого нету, как зафиксировали ученые в мире. И, естественно, школа Юлии Чашейкина сейчас также развивается, продвигает новые проекты, новые идеи в науке. Так появилась у нас лаборатория геокультурных исследований Арктики, который выигрывает грант РНФ, гранты НАС-проекта, сотрудничает с научно-образовательным центром нашей республики. Далее у нас очень серьезная школа формировалась, научная, у профессора Зинаиды Ивановны Ивановой-Унаровой. Ее труды, искусствоведческие труды, которые внесли огромную ценность для сохранения и развития традиционной культуры, традиционного искусства народов Арктики, имеют мировое значение. Сегодня мы можем отметить, что школа Ангелины Григорьевны Лукиной по народной хореографии – это тоже великое дело, поскольку за 25 лет деятельности вуза мы выпустили достаточно много хореографов, которые сегодня продвигают это направление по всей республике и особенно на Камчатке. Далее у нас создано, мы гордимся этим, у нас создано, в стенах нашего вуза создан театр Ланхом под руководством нашего ректора, организатора, идейного вдохновителя и создания АГИКИ, и первого ректора, организатора нашего вуза Андрея Исаевича Борисова. Он и сейчас возглавляет кафедру, и выпускники кафедры актерского искусства сегодня являются звездами и кино, и театра. Во всех театрах нашей, не только нашей республики, за пределами, я уже говорила, работают наши выпускники. Ну и киноиндустрия без АГИКИ тоже никак невозможно было развиваться кино нашей республики. Если сегодня мы говорим о триумфальном развитии кино Якутии, это действительно не феномен, а это действительно такая мощная основа, фундамент заложен и Арктическим государственным институтом культуры и искусств. А в части музыки в области у нас создан, вы все знаете, слышите, что у нас создан Дальневосточный оркестр русских народных инструментов, который сейчас с Китаем и с Киргизией создают очень серьезный коллектив, и они продвигаются уже в мировую музыкальную среду. Ну, в принципе, много можно говорить, и я хотела бы еще поблагодарить, конечно, всех руководителей нашей республики, Михаила Ефимовича Николаева, Вячеслава Анатольевича Штурова, Егора Афанасьевича Борисова, Александра Сергеевича Николаева за огромную поддержку деятельности вуза. Потому что за 25 лет мы пережили разные эпохи в своем развитии, и в самые сложные времена наше руководство республики помогало, поддерживало нас всегда. И очень благодарна министрам всего этого за 25 лет Министерству образования и науки Российской Федерации, Дмитрию Викторовичу Ливанову, Ольге Юрьевне Васильевой
Михаилу Михайловичу Котюкову, Валерию Николаевичу Фалькову за огромную поддержку и понимание смысловой нагрузки деятельности нашего вуза. Да, действительно, очень много можно говорить о ваших достижениях, которые действительно неоценимы. И вот, смотря на такие достижения, расскажите, пожалуйста, в чем же особенность преподавания ваших педагогов в вашем институте? Ага. Ну, особенность и специфика, она действительно есть, она уникальная. У нас вообще миссия нашего вуза, миссия создания института была заложена изначально, концептуально. Мы должны были действовать так, чтобы культурное наследие, уникальное наследие культурное народов Арктики сохранилось, развивалось и продвигалось на мировое культурное образовательное пространство. И с этой миссией мы шли и идем до сих пор. Конечно, и идет и такое явление такое, что трансформационный процесс. Мы по указу главы Республики Арсения Сергеевича Николаева о развитии креативной экономики Якутии, мы должны в 2030 году достичь уровня университета культуры и искусств креативных индустрий мирового уровня. Вот к этому мы стремимся, поэтому качество образования – это первостепенно для университета. В первую очередь, конечно, нами выстроена вот эта вот своеобразная особенная система образования с учетом внедрения арктического компонента дисциплин в образовательный процесс. Мы готовим сегодня по 23 направлениям и 45 образовательным программам кадры для республики, для других регионов Дальнего Востока, Арктики. Особенность заключается в том, что нами разработано более 40 дисциплин арктического компонента. Это наши профессора, преподаватели, авторы этих программ. Таких программ нету ни в каком университете, и мы, конечно же, предоставляем свои услуги и в этом направлении. А что касается подготовки кадров для студентов, мы создаем самое главное условие для получения качественного образования. У нас работают выдающиеся педагоги в области искусства, культуры, не только нашей республики, региона, но и в то же время мы приглашаем сегодня таких мастеров из других, высококлассных специалистов из других регионов страны и мира. Да? Ну и самое сегодня, наверное, достижение, то, что мы внедрили индивидуальную образовательную траекторию, то есть студент, обучаясь в стенах вуза, получает несколько квалификаций, имеет такую возможность, он при выпуске будет иметь документы государственного образца по разным направлениям и компетенциям. Ну и практикоориентированность. Наши студенты, начиная с первого курса, работают на заказы или на конкретные запросы рынка, компаний, учреждений, для того, чтобы их ВКР, то есть выпускные работы, имели реальный результат, который реально сегодня действительно работает на территории Якутии и других регионов. Что ж, Светлана Семеновна, я поздравляю вас с вашим 25-летним юбилеем института, не только ваших коллег, студентов и выпускников, и желаю дальнейшего такого же хорошего продвижения и успехов. Ну что ж, я напомню, что в эфире была программа «Актуальное интервью». Оставайтесь с нами.